Мин синий яратам, яратам, яратам. Он сказал, давай попробуем пожить в Казани. Во-первых, я услышала это слово и подумала, вау. Привет, друзья, меня зовут Аделя Ахметова, и это выпуск для Миллиард Татар. Мы находимся в здании, где у нас находится офис школы вокала для девушек. И это здание сохранилось, здание 19 века. Здесь сохранилась лестница оригинальная, и это вообще очень-очень крутая лестница. Каждый раз, когда мы по ней поднимаемся, мы понимаем, что это очень красивое место. Мы находимся в помещении школы вокала, и это мое место силы, потому что я провела здесь очень много времени, преподавая вокал, и вообще это мое любимое дело, и здесь было очень много классных моментов, и есть и сейчас в том числе, то есть здесь проходят репетиции у меня музыкальные с музыкантами, с моей группой, и поэтому оно наполнено такими радостными воспоминаниями и творческой атмосферой. Вот здесь у нас, например, есть фотографии. Мы существуем 4 года, вот в октябре будет нашей школе 4 года, и это некоторые моменты с наших занятий, с наших концертов отчетных, с различных творческих встреч, с гитарников. Как пришла идея открыть школу? Эта идея пришла в голову моему мужу после свадьбы. У нас был бюджет, в общем, и хотелось куда-то его вложить. И вот он придумал открыть школу и сделал все, что нужно, а я просто пришла и начала преподавать. И вот так у нас все пошло, закрутилось, завертелось. Улица Островского связана со многими вещами в моей жизни, поэтому я, наверное, ее выделяю в первую очередь, потому что как только мы начали жить в Казани, это было 5 лет назад, я работала, это была моя первая работа, я работала в татарском государственном ансамбле песни и танца, и он находится в самом начале улицы Островского. Каждое утро мое начиналось именно с этой улицы. Проработала я там 1 сезон, с октября по август, целый год, получается, в хоровом составе хоровой группы. Казань — это вообще не тот город, в котором я начала жить сразу, потому что я родилась в Нижнекамске, я там отучилась 11 лет в школе, и потом я уехала в Петербург и хотела остаться там на всю жизнь, но я отучилась 5 лет и в музыкальном колледже, и тогда это был еще мой молодой человек, он сказал, давай попробуем пожить в Казани, потому что нас здесь еще пока ничего не держит, ни работа там, ни еще что-то. И Айнур, так моего мужа сейчас зовут, Айнур влюбился в Казань, а для меня Казань, она всегда была такая, во-первых, это был такой перевалочный пункт основной, потому что если я еду с Нижнекамска, это обязательно Казань, и уже отсюда поезд, или самолет. Поэтому Казань, она была такой всегда очень, как родной, такая как родная, как мама, в общем. Hazır barısına əzir kebek əyə Jüller bulmasın yeme Minde dünyanın deme Biz düz bulur biz yemek Hiçten ne житке. Казань мне очень много чего дала по итогу. За эти 5 лет, конечно, так бы я не смогла развиваться в Петербурге. Миңа бары тик әзір болыр гадыр қала
Ика, дур, бар, 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 бар. Ика, дур, бар, 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 бар. Ика, дур, бар, ика, эш, дүрдей шалта. Бара, бара. Я здесь очень часто ходила, бегала на репетицию моей группы Абадели. Она была реп-баз у нас на Лобачевского. Там в том числе мы записали много песен, которые сейчас есть на музыкальных площадках. Яра Тужера, Миньяра Тайдем Синез записали полностью аранжировки. Я бегала, получается, со студии до реп-базы, и мне очень нравится, в принципе, улица Кремлевская. Это моя самая любимая улица в Казани. Вот, получается, мы на ней сейчас и находимся. Это здание, да, Национальной библиотеки. Бывший, да, сейчас уже. Оно тоже очень красивое. Я за все эти 5 лет так и не смогла внутри побывать. У меня есть четкое понимание, в какой момент я влюбилась именно в эту улицу, в Кремлевскую. Я не помню, в каком точно году, ну, получается, в 2016 или 2017 вышел фильм «La La Land». В кинотеатрах он шел, и, в общем, был как раз какое-то очень холодное время года, зима или уже весна. И вот, в общем, мы посмотрели этот фильм «La La Land» с Айнуром. С кольца. И я говорю, я не могу после такого фильма заходить в метро, это совершенно не то состояние. Я говорю, пойдем прогуляемся по Кремлевской. И вот мы шли, и здесь было такое освещение новогоднее, очень красивое. Мы шли, и, наверное, все эти чувства переплелись, и я влюбилась в эту улицу. Моя группа Абадели собралась, можно сказать, благодаря фестивалю Минта Ташес Илешем. Был конкурс в 2017 году, и каждый год идет конкурс на поиск новых групп и исполнителей. И тогда как раз вдохновилась песней «Заман». Вот, именно тогда первый раз мы ее записали, отправили, но там нужно было 2 песни. Әкиеттей тормыш булмай, шын барлыгы без булса, күз яшьләре белән тулса. Радив Кашапов, тоже ему большое спасибо, он у нас соединился с композитором Милюшей Харулиной, и мы сыграли ее песню. И вот, получается, мы выступили с народной песней «Заман», с песней Милюши, и так у нас состав, получается, продолжил дальше, уже авторские песни мы начали делать. Планов, конечно, очень много. Во-первых, это продолжать выпускать песни, в том числе и свои авторские, потому что они как бы есть, лежат, и хочется их выпустить в свет, так сказать. Есть, да, песни, которые сама написала, есть песни, которые мы исполняли на концертах, но так и не записали. Хочется вот все это довести до ума. Хочется сделать сольный концерт большой в Казани.